Высокогорье села Ведучи. 2 часа на автомобиле и еще 800 метров пешком вверх по склону. Такое расстояние эти хрупкие девушки преодолевают с энтузиазмом. Здесь, в небольшом селе, они учатся всем премудростям ведения хозяйства, которым владели их бабушки. Как обращаться с домашним подворьем, им объясняет опытный фермер. Хамид Давтаев большую часть жизни разводит коров. Начинал с 50 голов, а в 2013-м получил грант и увеличил поголовье вдвое. Иена трапреткш бяхна метегюр хер са во-первых, летний период хер альпийский лугаш кутир травшту она чё полезно целебно и ох бац идеажнаш бежнах ёк шел шура нехче жиг издюана качественно холокту. После теоретической подготовки полученные знания девушки спешат применить на практике и, недолго думая, хватаются за ведра. И все же дойка коров для них скорее веселая забава. Девушкам объясняют, чтобы получить хорошее молоко и мясо, важно заботиться о поголовье. С ноября по апрель в горах дожди и снег, поэтому фермер запасается полезным кормом. Помогают ему еще 3 человек. За состоянием здоровья животных круглый год следит ветврач. Чтобы привить девушкам истинные ценности чеченки, разработан целый учебный курс. Посещение свободное. В течение 3 месяцев будущие невесты постигают премудрости успешного ведения быта. Чеченская девушка должна уметь и вести себя в обществе. Она должна чтить свои традиции, обычаи, должна знать свою религию. И, естественно, она должна быть хорошей хозяйкой в доме. Девушек, задействованных в этом проекте, мы пытаемся всему этому научить. И, конечно же, мы будем каждый раз прибегать к компетентным специалистам. Курс предполагает как практические, так и теоретические занятия. С девушками беседуют самые почитаемые женщины, рассказывают, как стать настоящей хранительницей домашнего очага. Отдельное место в учебной программе отводится религиозному воспитанию. Известные богословы читают девушкам лекции. Кроме того, 3 раза в неделю воспитанницы изучают арабский язык и священную книгу мусульман. Девочки уже начали слова читать, мы уже перешли на слова. Хорошо понимают, им очень интересно. Тоже желающих много. Девушек с организацией «Иман», с движения «Ахмад». Тоже и посторонние, которые работают, тоже приходят, уроки берут, алхамдулилlah. С приближением времени разговения девушки берутся за кухонную утварь. Сегодня готовят для сотрудников социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества глухих. Многие из воспитанниц впервые держат в руках скалку. В первую очередь девушек учат готовить национальные блюда. В планах организаторов расширить проект, обучать не только девушек, но и юношей. По завершению всего учебного курса выпускницы покажут знания традиций на большом национальном празднике. Елизавета Чепханова, Хаважи Мунаев, Луиза Юнусова. Новости.